intro. Yeah. Sun is down, freezing cold. That's how we already know. Winter's here. My dog will probably do it for Louis Bell. That's just all he know. He don't know nothing else. I tried to show him. Yeah. I tried to show him. Yeah. 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 Gone on you with the pick and roll. Younger flame, he in sicko mode. Б. Для этого монархии мы готовились очень серьезно. Мы набрали худого, толстого, олимпиадника, халявщика и даже пацана с шапкой-невидимкой. Тебя видно? Ой, где моя шапка? А, вот да. Еще мы набрали подпевку, подтанцовку и, как его там? Подсказчика. Почему ты всегда главный? Я тоже хочу быть ведущим. А ты справишься? Да, я справлюсь, не хуже тебя. Ну и покажи мне, кто тут главный. Наконец-то. Что наконец-то? Да, колбаса в зубах выпил застрял, наконец-то вытащил. Так, ладно, хватит еще делать хорошую моральку. Вы должны быть собранным, организованным классом. Ты считаешь меня организованный класс? Да. Ну, допустим, ты прав еще. Ну то, что мы начинаем, поехали. Информация из мира животных. Хитрая свинья убедила волка принять ислам. Представьте себе, что проходить с ночного кошмара прозвенел будильник. Ты приговариваешься к смертной казни! Нет! Палач, руби! Продолжаем? Палач, руби! Нет! Вот там присутствует, что не каждые 10 секунд будильник. Выпрямись походу. А вы знали, что если крутить педали велотренажера назад, то можно растолстеть? А такое происходит в каждом такси. Или нет? Я не знаю. Здрасте, свободно? Точно? Хайвел 300. Он поехал. Ты слышала про новые санкции? Трамп какие санкции? Скоро у Тачика Это моралька. точно не интересно. Скоро. Пожалуйста, помолчите. Матч Астана-Динамо 0-1. Ну, больше, ладно, говорите. Вчера такой домик приготовил, такой сытный получился. Что-то окна спотели. Что, пьяненькая, что ли? Нет. Я, что ли? Мне вот интересно, как вы вообще таксистом стали. Это капец смешная история. Каждый раз вспоминаю, смеюсь. Короче, прикинь, утром встал, решил пойти в такси.
и пошел. Странное у вас чувство юмора. Парень! Куда это вы заворачиваете? Сейчас надо кое-каких человечков собрать. Каких еще человечков? О, боже мой! Поехали. А ты вообще заткнись. Этот Жанну сэндвич купить, заплатите. О боже, оставьте меня прям тут! Ладно, 1300. Как? Я же сказала 300. А я сказал 1008, 1300. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Шучу, иди давай. Важная информация. 13 июня 1998 года житель города Шымкент Оскар Жумабекович ничего не сделал. Парень стоялся перед своей девушкой и до последнего пытается выкрутиться. Рен, а это кто? Где? Ну, рядом с тобой стоит. Никого? Да слева от тебя. Никого? Что за тёлкой спрашиваешь? Это кто такая меня тёлкой называет? Где? Ну вот же. Я? Ну, за руку кто тебя держит? Ты? Да. А что вообще происходит? А в смысле? Вы никогда не задумывались, зачем нужны спортивные костюмы для жира? Это же спортивные костюмы. Оказывается, даже в ауле бывают караоке. Так вот, один день из аульского караоке. Здравствуйте. Здрасте. Это у вас здесь ставят самые дешевые песни? Да, конечно, сейчас только программу включу. Пожалуйста. Ох, Арлекина, Арлекина, надо быть смешным для всех. Арлекина, Арлекина, лишь есть одна награда — смех. Ой, смех! О, женщина, это что-то невероятное. А у вас есть песни на иностранном языке? Да, конечно. Минуточку. Готовы? Да. Поехали. Духас! Духас, Миш! А, женщина, что вы делаете? Копируем. А, женщина, что вы делаете? А, встань. А, понял. Духас! Духас, Миш! Духас, Миш! Духас! Духас, Миш! Фраг на зимом. Вах! Женщина, это было что-то невероятное, это какая-то балдежка. А вы завтра работаете? Ой, а завтра не приходите, завтра ксерокопия. Обожаю ксерокопию. Во время нашего выступления многие из вас наверняка думают, а зря вы это делаете, так как у нас все уже готово к следующему выступлению. Объявляйте. Вы знали, что если во время сна ты увидишь себя спящим, при этом видящим сон, и ты видишь себя спящим, то ты сойдешь с ума? Во сне. А так сон хороший. А вот так вот клаустрофобы одеваются. Оу, девушка, вашей маме зять не нужен? Нет. А старик? Нет. А сын? Нет. А Лунтик? Я родился! Нет. А мама Лунтика? Я родила! Нет. А Исламовой? Нет. А Галымов? Нет. А может быть Асик? Господи. А концовка этой миниатюры? Точно нет. О, слава богу! В каждом дворе есть гопники.
всегда хотел это сделать. Страйк. Здравствуйте, это новости от 10 Б. И с вами я, ваш постоянный ведущий Смагулов Амир. Мы узнаем новости последними. В Австралии лесные пожары тушат овцами. Назарбаев ходит на курсы танцев к Джаватагаю. Администрация школ объявила об открытии кантина на 4-м этаже. Акимат города Астаны заявил что стройка возле школы может закончиться в январе, а может и не закончиться. Во время задержания чиновника-взяточника оператор телеканала КТК своровал немного денег. Во время фотосессии в Даниара-Гая плеснули кислотой. Баскетболист очень удивился, узнав, что у него белые ладони. Ученики 11 класса Нурурды наконец-то научились считать на пальцах. Премьер-министр Японии Таро Асу впервые увидел негра. Во время фотосессии Сырыму наступили на ногу. В Шымкенте пытаются приручить вертолеты. Во время Мураль-Гедже Нурсик очень устал и решил поспать. Во время Дня учителя директору не досталось подарков. Фархат Агай пытался объяснить, что Арсенал – хорошая футбольная команда. На встречу с Нурсултаном Назарбаевым премьер-министр Индии пришел с мокрой головой. И, наконец-то, сенсация. В Нурурде открылся клуб анонимных химиков, которые изготавливают наркотические вещества. И недавно прошло их первое заседание. А теперь я передаю слово нашему спортивному обозревателю Нургуатову Нуржану, от которого мы узнаем, что в матче 13-го тура чемпионата Испании мадридский Атлетико сыграл в ничью с Барселоной со счетом 1-1. Матч состоялся в Мадриде на стадионе Ванда Метрополитано. Счет был открыт на 77-й минуте встречи. Антуан Гризман навесил с углового, и Диего Коста ударом головы отправил мяч в сетку. Об остальном мире спорта мы узнаем от Нуржана. На этом все. Любите спорт, как его любит Нуржан. %15 людей живут с риском сердечного приступа из-за ожирения. Но живут же. Живи и не парься.
Ну вот я подхожу. Что такое? Я тебе сказал, оденься непременно. Я вижу, рабочим оделся. Что за маскарад? Ну я как киллер оделся. Где ты таких киллеров видел? В фильме «Миллион киллер». Я еще хотел взять с собой соседскую дочку, но она в школе, а так меня бы с ней не отпустили. Да с тобой взрослых людей нельзя отпускать. А это типа цветок, да? Да, цветок, ну, только вчера посадил, еще не вырос. Ну, в целом, я же похож на киллера. Да ты похож на тупого малолетнего Лекса. Это потому, что у меня цветок не вырос, и девочки нет. Это потому, что у тебя мозгов нет, понятно? Давай уберись. Стою, что и вот. Готов? Да. Работаем. Так, 7-й этаж, 5-е окно слева. Ага. Расстояние до цели 251 метр. Ага. Скорость ветра 3 метра в секунду. Так. Назови цель. Ну, наверное, вот это. Наверное, вот это. Ты что, арбуз выбираешь? Покажи мне его лицо. Покажи фотографию. У меня нет фотографий, я его сжег как в фильме. Ну ты же запомнил лицо, да? Да, запомнил. Ну давай говори. Но потом забыл. Неделя прошла, я же не компьютер. Ну так напрягись, в компьютер, мне надо понимать, кого целиться. Ладно, хорошо. Так, а там есть человек в синей рубашке? Или в красной? Или в зеленой? Да я не помню, фотография черно-белая была. Да нафиг мне его рубашка. Опиши мне его, какой он. Он интроверт. В смысле? Ну сидит себе такой закрытый путь. Зачем ты его характер описываешь? Ты можешь описать его внешность? Да, могу. Давай говори. Так, а там есть галстук 43 горошины? Да черт ты 43 горошины. Ты еще сказал, сколько у него волос на носу торчит. 4, 3 справа и 1 слева. Ты реально нормальный, что ли, а? Не нужно его лицо, понимаешь, гробанное лицо. Ну ты же знаешь, что на лица плохая память. Ты никогда не заметил, что я первым словом никогда не забуду. Ты можешь хотя бы описать, как он выглядит? Да, могу. Лицо. Лицо. Точно. Точно. Соберись, умно. Так, у него круглое лицо, глаза глубоко подсажены, и шапка, как у Леон Киллера. Так, стоп, ты так себя писал, что ли? Ну да, больше ничего лицо не помню. А зачем тогда надо было фотографии ждать, если ты лица не запоминаешь? Да чтобы улики жечь. Какие улики? Мы не сможем ничего сделать. Какие еще улики? Да чтобы нас потом полиция не отследила. И что ты предлагаешь? Так, смотри. Мара! Ты больной, что ли, а? Что ты орешь? Я тут вспомнил его, Марат зовут. Сейчас еще раз крикну, он повернется, ты его быстренько шлет. Марат! Да не ори, ты сейчас весь город повернется вместе с полицией. Чего ты с первого этажа слышно? Да ты здесь что делаешь? Я тебе сказал, внизу ждать. А, кстати, в машине, короче, я буду стоять около вон той донерной. Какая еще донерная? Ну, которую мы вчера кушали. Ты ненормальный? А на 5 кварталах отсюда. Мы что, через весь город ружьем побежим, что ли? Даже самое идеальное свидание может кто-то испортить. Опять случай на крыше. Так, фрукты, цветы, погода отлично. Раз. Так, где ходит этот скрипач, а? Здравствуйте. Здравствуйте. Давайте сразу договоримся. Вы сейчас идите за трубок. Кстати, есть что-нибудь попить, а? Какой попить у вас важное мероприятие? Это когда звучит кодовое слово «дорогая». Я зафиксировал кодовое слово «дорогая». Вы выходите и играете красивую романтичную мелодию. Понятно? Все. Давайте сначала договоримся. Я не первый день в этом бизнесе. Если она говорит нет, тогда вы не забираете деньги, не бьете скрипку об мою голову и не протыкаете смешком мне в щеку. Во-первых, это больно, во-вторых, это дорого. Все, договорились, идите. Так, стучи. О, пацан,
Ты чё задумал? Я подышать вышел. А я ты испугал. Ну побыстрее подыши, иди отсюда. Говорят, перед смертью не надышишься, а я попробую. Во-во-во. Что случилось? Я и цветы, подарки, а я парень мне накостылял. Это все из-за девушки? Да не волнуйся, у тебя еще все шансы. Парень, это же не можешь. Так муж, это я! Стой, парень, пожалуйста, не прыгай. Назови хоть одну причину. А у меня там машина. Да? Она очень дорогая. Вы чего выбились? Ну, дядя Веня помнит кодовое слово, дядя Веня играет. Да я про машину. Че я тебе объясняю? Что это вообще за мелодия? Кроме этого ничего не знаю. Ты же говорил, первая скрипка маэстро. Нет, я говорю, это моя первая скрипка, а маэстро меня погоняла. Надо же было предупредить. Тебе тоже надо было предупредить, что у тебя с мужиком свидание. Я вообще двойную плату взял. Да не с мужиком у меня. Че я тебе объясняю? Иди за трубу быстро, чтоб нормальную мелодию сыграл. А тут деньги вперед. Так, теперь ты можешь любой другой день прийти? Нет! Хотя бы через часа 3. Нет! Мне звонят. Алло, ты уже подошла, да? Сейчас не поднимайся, я сейчас сам спущусь. Так, иди отсюда. Нет! Тогда прыгай. Стой! Видишь, вон тот БМВ? Да. В сторону от него прыгай, да? Все, стой! Когда будешь прыгать, сгруппируйся, чтобы органы сохранить. Зачем? Сейчас почка дорогая. Что это? Только что сочинил. Так вы оба. Если испортите мне вечер, я испорчу вам лица. А нам со скрипачом терять нечего. Я не собираюсь умирать. А я про лицо. Ты тащишь его за трубу и не рыпаться тут, понятно? Непонятно. Штука сверху. Ты чтоб нормальную мелодию сыграл. Да. Руку убрал. Не рекомендую вставать между мной и новой курткой. Назови хоть один аргумент. Давай похаваем. Ну хоть один. Люблю хавать за чужой счет. Так, куда мы идем? Сейчас заходи. А, дорогой, я, конечно, люблю сюрприз, но ты мог мне на глаза не видеть. Ну, Ау, вот. какая красота. Ты сам все это сделал? Да, вот садись. Вот, нет, ты шампанское. Сегодня особенный день. Сегодня особенный день. Подожди, тебе не кажется, что кто-то плачет? А это ангелы плачут, они смотрят на нас и поражаются. Ой, это не ангел, это какой-то мужик плачет. А этот парень мне помогал тут все устроить. Но он сейчас идет домой. Нет у меня дома! Ну тогда к родителям. Точно, к родителям! Мам, пап, я иду! Ты имбецил гребаный придурок, ты мне все испортишь. Скажи, что я в алгебре 0, и прям как оно рогай. Я сейчас тебя спрашиваю. Что ты делаешь? Извини, дорогая. Простите, я скрипку нечаянно сломал свою. Так, немедленно объясни, что тут происходит. Да ничего тут не происходит. Этот придурок хочет спрыгнуть, да это просто придурок. А этот придурок хочет ему предложение вообще сделать. Да не ему, я вот ей хотел, вот даже кольцо приготовил. Я поймаю. Да брось скрипку, он на антенне повесит, ничего не бывает. А теперь финальный танец.